Две штуки на том квадрате, оказывается. На низком квадрате сидели. Один туда улетел, второй туда. И здесь еще на земле один. Короче, 3 штуки их. И вроде как все серые были. Пятерки. Вроде пятерки были. О, блин, где вот видео, видишь ты хоть 10 лет назад. И через 10 лет назад ты еще увидишь. В одном и том же месте они держатся. Почему, не знаю. Или ты хариуса вот поймал. Ну, в одной яме где-то. Такой жор хариус хороший попался. По 10-20 штук. Блин. И на другой год то же самое ты поймаешь на этом месте. Вот что-то им нравится. Вот я иду, смотрю потихоньку на более высокие деревья. Чуть-чуть уже не по курсу, но левее начал. Мне надо совсем направо идти. Обманули меня косачи. Пятерки. Так. Это обман зрения. Думал, там голова чья-то. Хитрые они, блин. Самая хитрая птица из боровых, наверное. Очень хитрые. Ладно, идем. Поймал трассу. Он оттуда идет. И еще схожу по этой трассе, наверное. Но там уже елки видны. Там уже ручей. Я долго не могу поймать эту трассу. Там всегда ошибаюсь. Всегда куда-то выхожу не туда. Вот здесь, наверное, медведь что-то царапал. Просто так деревья. Он как оттуда вытащил. Медведь, наверное. Это его рук. Его рук. Что-то похоже на него. Наверное, вот здесь он когти у него. О, следы. Не знаю, когда вот такая, может весной ломает. Ищет что-то вкусное. А? Где глухарь? Где глухарь? Да. Тулан простительно в этом году. До года простительно. В следующем году уже будем и тоже от него ждать какой-нибудь результат работы. В этом году он ребенок еще пускай. Ну да, там ручей, сейчас уже буду. Короче, это конечная станция у меня. Сейчас буду поворачивать направо и уже потихоньку направляться в сторону своего термоса, где я оставил пакета. Нормально пошли мы, ребят. Вообще супер-пупер. Да, налево сейчас повернет нам дорога куда-то. Там переход небольшой. Металлолом, троса лежат. Вот. Ну да, точно. Все точно, не ошибся. В прошлом году, наверное, не помню уже, приходил нет сюда. Там ручей. А за ручьем уже чужая территория. Туда уже лезть не будем, это уже. Там уже охотники, я знаю, с другой реки уже туда приходят. Короче, стороной обходим. Так, будем искать, где налево не пойду, все уже направо. Все буду курс держать правее. И эту вырубку я буду уже стороной обходить.
бревно. Сел на бревно и буду 5 минут отдыхать. Немножко подустал. Тула найда, все в сборе. Кроме дятлов тут никого нету. Не знаю, где воровая дичь. Иду обратно. Четвертый раз, наверное, уже. Третий раз, наверное, глухарь. Айда один раз лайкнет, и глухарь сразу выскакивает и метров 100-150 пролетает и садится. И на выстрел не подпускает, так не вижу я его. Хоть бы подальше стрельнул, но и сейчас вот куда-то сел и сразу замаскировался. Не знаю, где он. Хитрый какой-то, играется. Примерно вот так иду. Не знаю, где он сидит. Собака вообще не терпит. Второй раз, когда подсел, там чуть-чуть не успел выстрелить. Выскочил. Сейчас тоже не вижу. О, блин. Чего он маскируется? Или далековато еще? Где он? Вроде на этих соснах где-то он там. Не вижу. Там где-то на этих соснах. Не могу понять. Хитрый такой, блин. Так, потихоньку подкрадываюсь. Не вижу я его. Где же он? Айда уже там, может он уже взлетел. Что-то взлета я тоже не видел. Собаки там. Короче, я иду. Пока выключаю, не могу понять, куда он подсел-то. На эти деревья куда-то он подсел. Не взлетает. Взлета не видел я его. Ничего не удалось. Перехитрил мудрец. Блин, я думал на этих соснах и до сюда как-то еще потихоньку. Поспешил. Оказывается, он где-то метров и 80, наверное, еще дальше был. Чуть ускорился ходьба и сразу дернулся, треск такой, щелчок такой слышал.
уже. Айда тоже, блин, все здесь крутится. Сейчас побежала, вон идет. Ладно, пойдем. Тула, ну пофигу все. Не наша птица, блин. Где-то полкилометра я за ним бежал. Ну как бежал, подкрадывался. Не бежал же он. Подкрадывался, но с таким ветром, и я не знаю, как-то вот. Третий раз, когда он сел, блин, я думал на одном месте, оказывается, на большем расстоянии оказалось от меня. И услышал, как он начал трещать там, трещать. И Айда услышала, сразу побежала один раз так залает, и все, птица улетает. Почему так? Ну это старый глухарь, видимо. Блять, за целый день одного только видели, и то. Ну хоть видели, и то, ладно. Будем знать, что здесь глухарь еще есть. Но второй раз, вот когда он сел, тоже чуть-чуть, вот мне хватило там каких-то секунд 5 мне, чтобы спокойно прицелиться и выстрелить, но с близкого расстояния тоже. Вот. Не терпит птица, лай собак, что ты будешь делать? Моментально взлетает. Сразу. Чуть-чуть обидновато, конечно. За целый день так бродишь и... Ну, значит, не наша птица, что поделаешь. С этим ты ничего не сможешь сделать. Бесполезно. Если твой, то он сядет. И он как-то садится, вот, и я его не вижу. Не на вершинку, не на... А вот именно вот как-то вглубь сучьев, где вот много сучьев. Вот, на то место сядет и все. Не увидишь. И с расстоянием что-то я тоже как будто вот, скажем, сел на 100 метров, а оказалось, блядь, за 200 метров подкрадываешься, а там, оказывается, он еще дальше. 2 раза так. 2 раза. Ну ладно, пускай живет. В будущем году встретимся, надеюсь. Если сюда придем. Раз в год все равно я круг здесь делаю. Интересное место для меня. И редко встречаю тут птицы. Здесь только глухарей я встречаю. Здесь косачей нету, косачи вон там, откуда пришли терки. А здесь в основном, ну, 1-2 штуки зимой, когда на лыжах прохожу. Всегда тоже здесь следы вижу их. Вот. Ну, чуть-чуть хоть интересно было, как подходил, но не заметил я его. Вот так. Какая-то может быть еще съемка. Да и на камеру бы не попал, потому что уже на взлете я его увидел 2 раза. Вот такие пироги. Вот такие пироги. Сколько, блин. 2-й раз уже здесь прохожу. Назад возвращались. Не по пути туда он полетел, а наоборот. Voyager. Ну да, ничего. Блин, надо ускориться. Время поджимает, а мы хрен его знает где. По расстоянию сейчас, ребята, я очень далеко от избы. Что там делаешь? Сыкун, а? Опять цыш. Айда тоже. Все, ушла птица, что потом? Ничего уже с этим не поделаешь. Айда молодец, как-то, в принципе, работает, но оставляет, если, скажем, скажем, залает птицу, и я долго не приду, я далеко от Айды. Она оставляет. Ну, минут 5 там полает она, потом оставляет. Ну, ищет, работает, если есть, поднимет там, залает. И то ладно, то хорошо. В наше время хорошие собаки тоже надо подыскать.
План. Тоже побежал за глухарем там. Смотрю, и он уже играет. Молодой, игривый. Да, все ему пока по барабану. Ему сейчас поесть и поспать. Серьезно, пока еще не работает. Что это? Короче, вышли на такое место. Гнилое место, ребят. Но надо нам перейти это место. Солнце. Конечно, можно здесь пройти, но вообще там туда я лучше не полезу. А здесь потихоньку пройду и поймаю просеку север-юг. И по этой просеке там дорога должна быть, трасса. По этой трассе спущусь. Здесь, конечно, было здорово идти, хорошо. Ну все, рано или поздно должно это было кончиться. Хорошая дорога, и начнется сейчас такое болотистое место. Не знаю, сейчас чуть правее, если взять. Но хоть ты как крути, все равно придется там. Да, это на юг идет, и там нет. Нам как-то надо здесь напрямик. Лучше все равно не получится. Хоть как крути. Вырубали волока тут. Вырубки. Туда лес таскали, там площадка, видимо, была. Неприятное место, конечно, здесь будет для меня. Да. А по-другому не получится. Трава, вода. Так. Ну, не знаю, с полкилометра, наверное, не больше, в принципе. Можно перетерпеть. Мы уже возвращаемся. Сейчас уже каждый метр в сторону избы сейчас уже будет. Мы уже все больше и больше в сторону речки. В сторону термоса. Сперва до термоса дойдем, чай попьем. Солнце выглядывает. Наконец-то выглянуло солнце. Ну что-то будет после этого ветра. Что-то будет. Все равно. Потому что, ветер или снег принесет, или же дождь. Не раз уже говорил. Обойти, конечно, можно еще лишних 2 километра. Но не хочу. Напрямую, потому что дичи нету, толку нету там ходить. Там тоже сыровато место. Ладно, пойдем, пока мы здесь. О, что там? С Мишану воюешь? Иди давай, ищи. Опа. Тут вообще магистраль какой-то. Толком не пойму, кто проходил или нет оленей, нет медведей. Несколько раз прошел. Как-то мост так придавлено. Интересно. И тут разошлись, на олени. Олени вроде как. Но все разошлись. Я думал, медведь там туда-сюда ходил летом. Нет, это олени. Да, вон он. Следы. Ну да, олени. Да, вот. Это здесь непонятно что. Это лось, не то олень. Да. Там небольшое болото. И мы уже на подходе к просеке.
Тут тоже, ну тут на косола приходил. Вон как придавлено, вон, смотрите. Так, вот так. Шаги. Ну да, вон он, ёпта. Я и смотрю. На клюкве сидит паренек. И уже по одному и тому же месту несколько раз ходил. Ну да. Навалил, конечно, он, ребята. Такая клюква вообще не переваривает он. Вообще ягоды целые. Он туда на болото ходит. На клюкву есть там. И вот здесь вот идет. Я и заинтересовался, как-то что-то не то. И вот еще, вот лежанка, ребята, у него. Ничего, он даже не думал, что на сыром месте какие крупные у него. Никита. Крупные. Как сказать, помнет. Не маленький. На сыром месте, смотри. Обзор для него такой. Не на сухом месте лежал, а вот на сыром. Интересненько становится. Время прошло, конечно. Запах не чувствую какой вот. Он лежал он. Видно, где голова, где задница у него была. План. Интересно, да? И мне интересно. Вот, видимо, дальше уже нету этого. Он сюда приходил, видимо, здесь переночевал и дальше туда чуть-чуть пошел. В 3 местах навалил кучу. Но по куче, конечно, не малыш. Не малыш. Серьезный паренек тут. Самое главное, он на сыром месте отдыхал. Вот первый раз так. Под елками я видел их ночлежку там на сухом месте. На сыром месте первый раз. Но если еда есть, корм есть, он далеко не будет ходить. Где-то бродит и где-то выкопает там этот, как его, берлогу искать. Место-то тихое тут и сухое местами. Ягель там. Желудок, думаю, вообще не переваривает у него. Что не ест, все выходит целым, что брусника, что черника. Думаю, я с направлением без солнца перепутал и пошел восточнее, потому что этой вырубки не должно быть. О, блин. Я уже начал спешить. Время поджимает. А нам идти еще дофига. Ой, блин. Я думаю, здесь на просека будет этот восток-запад. Иначе удачи не видать. И этот уголок, здесь хороший лес, сосна. Вроде как оставили. Ну, типа, здесь ток или я не знаю. Но что-то глухарей здесь мало когда я вижу. Ловушки на рябчиков у мужиков какого-то, наверное. Думаю, здесь просека. На кружок чуть-чуть лишний я сделал. Точно, да. Но в принципе нормально, все ништяк. Ну, здесь капкан, наверное, был когда-то у кого-то. Прибитая вот палка и проволока, кусок такой. Видно, капкан сняли. Ух, блин, я уж думал, куда я пошел. Все знакомое, а что-то
здесь должна быть просека, ребята. Вырубка и просека. Так, подожди. Где она? Так. Вот она, ребят. Да. Все четко получилось. Что-то собаки взбесились. Опять что-то кто-то побежал или взлетел. Ну вот где вот медведя видели, надо было там уже не на юг пойти, а я круг такой сделал. Ну, нормально. Надо ускорить шаги, ребят. Что-то уже я очень далеко еще от избы, а шагать нам очень много еще. Вот и трасса, о чем я говорил там. В принципе, такой денек. Что-то ищем пока безрезультатно. Глухари летают мимо нас. Да, вот трасса. Я на эту трассу и рассчитывал выйти. Ну и в принципе нормально, даже обошли, там сырое место плохое. Видно там. Тут трасса хорошая. Вон там сырое место, я вот такой круг сделал. Надо было вот так срезать и сюда выйти. Что-то там нюхтят. Кто-то там ходил, видимо. Лок, пошли. Айда. Пошли. Лок, пошли. Что там нюхтить? Ну тут по этой трассе далеко не пойдешь. Нам надо от силы там 400 метров. И там вообще херовая дорога, но это уже финишная прямая к нашему этому, к термосу. Здесь перейдем, это плохое место. Я сверну и по тайге пойду. Ну и думаю, как и в прошлый раз, но от термоса я возьму термос и там пройду. На эту просеку тоже встанем и по этой просеке, как и в прошлый раз, спущусь. Может быть и у реки. Толком сейчас еще что-то там куда. Толком не определился еще где. Лучше, легче. Легче, конечно, здесь кружок такой побольше сделать, но и идти легче. Или же к речке спуститься. Ну посмотрим. Посмотрим. До темна, главное успеть, и все нормально будет. Конечно, приятно ходить по трассам, там, старым дорогам, вот. Ой. Но тут не пройдешь. Километр. Сухое место, потом опять. Потом. Так. Обман зрения, блин. Что-то подозрение какое-то было у меня. Так. И опять сыро, мокро, фигово. Ладно, пойдем пока. Пока до термоса пойдем, дойдем, потом чай попьем, подумаем, что и как.